Здравствуйте. В пятницу в Окружном совете депутатов Якутска прошли общественные слушания по проекту бюджета на будущий год. Что об этом документе думают депутаты? Об этом сразу после рассказа о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте. Первый заместитель главы администрации города Валерий Попов в понедельник вышел на работу после того, как лечащий врач закрыл ему больничный лист. В своем кабинете он отсутствовал полгода. В середине мая Валерий Попов был задержан, а затем арестован прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления, связанного с пропажей бюджетных денег при покупке специализированного коммунального автомобиля. В октябре он был освобожден из-под стражи. Сомнения, между прочим, в адекватности вот этой меры пресечения появились, по сути дела, сразу же после ареста, еще в мае месяце. Ну да, ведь о пропаже денег сам Попов и заявил, и несколько лет назад проводилось следствие, и мошенников задержать не удалось. Ну да, вот по этой же причине, в общем-то, независимые эксперты уверены, что в ближайшее время вообще уголовное дело будет прекращено в связи с отсутствием состава преступления. На очереди два сообщения о конкурсах. Накануне в Якутске титула «Мисс Якутия-2006» была удостоена Сардана Сыромятникова. Она студентка второго курса сельхозакадемии. Всего в конкурсе приняло участие 19 девушек. Уже 23 ноября Сардана полетит в Москву для подготовки к конкурсу «Мисс Россия-2006». В мэрии Якутска сегодня были оглашены итоги городской программы «Подросток». Диплом первой степени и 50 тысяч рублей получила управа Гагаринского округа. Диплом второй степени и 30 тысяч рублей получила управа Сайсарского округа. А третье место поделили центральный и промышленный округа, и им будет выделено по 20 тысяч рублей. Что касается вот конкурса «Мисс Якутия-2006», мне показалось, что он как-то в такой рабочей, незаметной обстановке даже, можно сказать, Ну, в прошел. самом деле, поскольку прежде о разных этапах подготовки информации в СМИ-то было больше. Ну да, вот можно так предположить, что он превращается, ну как на Западе, в чисто коммерческое, а не зрелищное мероприятие. Этой ночью сразу два магазина Якутска подверглись нападению. В поселке Газовиков группа в масках совершила вооруженное нападение на магазин. Это преступление пока не раскрыто. А вот нападавшего на продавца магазина по улице Автодорожная милиционерам ОМОНа удалось задержать по горячим следам. Мужчина напал на девушку и, угрожая ножом, связал ее скотчем, после чего похитил из кассы 16 тысяч рублей. Итак, в пятницу в Окружном совете депутатов Якутска прошли общественные слушания по проекту бюджета столицы республики на будущий год. Он выглядит следующим образом по основным параметрам. Доходы составят 2 миллиарда 470 миллионов рублей, расходы 2 миллиарда 724 миллиона рублей. Дефицит, то есть денег, которых не будет хватать на первоочередные нужды, четверть миллиарда рублей. Надо сказать, что при обсуждении этого проекта были достаточно полярные мнения, высказывались, претензий было достаточно много, в том числе и о том, каким образом должны быть выстроены приоритеты в расходах на 2007 год. Первым основным направлением у нас должно было быть исполнение наказов избирателей. Это основная наша работа, основная работа депутатов, депутатского корпуса, администрации города Якутска. Второе – это реконструкция, ремонт внутриквартальных и городских дорог. Сумма была определена порядка 150 миллионов. Сейчас эта сумма сокращена до 100 миллионов рублей. Мы считаем, что это недостаточная сумма. Также аварийно-восстановительные работы. Знаете прекрасно, в каком состоянии находятся многие жилые дома в городе Якутске. Мы считаем, что приоритетное направление должно быть и в этом направлении аварийно-восстановительные работы. Программа водоотведения, которая обязательно должна идти вкупе с ремонтом дорог. Что творилось у нас этим летом и что будет твориться той весной, еще неизвестно. И обязательно мы считаем, что нужно включить в приоритетное направление – это обеспечение охраны общественного порядка в городе Якутске. То, что касается непосредственно вашего избирательного округа, что вы туда вы постараетесь включить, какие расходы? Я не стараюсь включить. Мы уже в который год работаем и вместе с Октябрьским округом составили программу по ремонту проезжей части, внутриквартальной проезжей части 69-го квартала, которая не включается. Вот. Будем добиваться.
Анатолий Говоров, руководитель рабочей группы, которая совместно с мэрией Якутска разрабатывала проект этого бюджета. Такая группа создается уже третий год, однако в этот раз, видимо, не удалось в полной мере согласовать хотелки, так сказать, и возможности будущего бюджета столицы нашей республики на 2007 год. Позднее Анатолий Говоров вот в том же разговоре со мной сказал, что неплохо было бы пересмотреть то, как выполняется, реализуется муниципальная программа. Сейчас их 17, а готовится еще 4. Леонид Александров продолжит тему муниципальных программ. В этом году в проект бюджета включили расходы финансирования на программы, вообще не принятые нами. Например, электронный Якутск, чистая вода. Хотя мы и знаем, что по реконструкции дорог будет приниматься программа, но все равно включили программу по модернизации дорог и так далее. Надо было и исключили с финансирования принятые нами программы. Это самая такая программа, вот, необходимая бюджетникам, это программа строительства жилья бюджетным работникам. Допустим, санитарки там, у них действительно зарплата низкая, да, поэтому им муниципалитет идет навстречу, и часть оплаты стоимости жилья субсидируется с бюджета. Как бы помощь. Да, вот это, в этом году 300 семей получили квартиры. Да, субсидии на квартиры, приобретение квартир. В прошлом году 66 семей получили. Это на 120 миллионов мы выдавали им субсидии. А в этом году в контрольных цифрах в прогнозе бюджета была заложена сумма, но при внесении проекта что-то их не видно. Еще вот по общественному правопорядку, да, тоже вот по программу правопорядок хотят вообще тоже убрать финансирование. Мэрии наверняка будет очень сложно согласовать, оптимизировать вот это разночтение в подходе к бюджету на будущий год со стороны разных депутатов, которые были высказаны в ходе общественных слушаний. И, наверное, тем более актуален вопрос, который ставит еще один депутат, еще один участник нашей сегодняшней передачи относительно оптимизации самого бюджетного процесса. Я вообще был сторонник принятия разработки бюджета один раз. На сегодняшний момент у нас чуть-чуть неправильное отношение к бюджету. То есть бюджет рассматривается практически на каждой сессии. Это неправильно. Бюджет должен рассматриваться один раз в году основной. И я так думаю, что в квартал или в полугодие должны какие-то маленькие корректировочки, то есть вноситься в бюджет. То есть сейчас получается, корректировки слишком часто вносятся? Да, сейчас часто вносятся корректировки, поэтому и происходит, грубо говоря, такие, где-то не додали, где-то передали. То есть это неправильно. Я поднял вопрос. Почему, к примеру, допустим, сидело в бюджете 3 года назад благоустройство 2, 3, 4 квартала. Значит, положили трубу, канализацию, проложили, деньги истратили, бюджетные деньги истратили. И на сегодняшний момент 3 года никто это не отслеживает. 3 года трубы лежат, и на сегодняшний момент так вопрос не решен. То есть там стройка не закончена, получается? Да, не закончена. То есть нет того отдела, который сегодня отслеживает, грубо говоря, отслеживал бы решение программ. Через неделю, 28 ноября, депутат окружного совета Якутска впервые увидит официальную версию проекта бюджета столицы республики на будущий год. Наверняка в первом чтении документ будет принят, поскольку будут определяться только основные параметры этого бюджета, доходы, расходы, дефицит. А вот настоящая борьба, конечно же, развернется при втором чтении, когда будут, собственно говоря, распределяться по различным статьям расходы 2007 года. Это будет значительно позднее. На сегодня все. А завтра мы обратимся с вами к теме ледовых переправ, которых еще нет. А на сегодня все. До свидания.